Я всех очень рада здесь видеть. И название нашей сегодняшней встречи именно такое. В чем секрет татарских женщин? И почему в начале 20 века именно в Казань приезжали искать себе жену? Как вы понимаете, название довольно провокационное. Я не знаю, пришли ли вы на название или на татар, на женщин. Может быть, кто-то слышал мою фамилию. Не знаю, что вами двигало, когда вы почувствовали такой призыв прийти. Потому что мне кажется, что сегодня довольно много разного контента, и каждый из нас выбирает, что он будет смотреть и что он захочет услышать. И для меня это повод поговорить о татарах, о татарской культуре, ну и, конечно, о женщинах. Буквально несколько слов расскажу о том, кто я такая, потому что я ученый. И для меня даже придумать такую тему сейчас, да, это какое-то такое немножко провокация, где-то хулиганство. И связано оно с тем, что многие из нас, когда не занимаются наукой, не учатся в вузе, практически не читают монографий, статей, ну и не занимаются исследованиями. Зато многие из вас приходят на лекции, приходят на спектакли и на экскурсии. И вот, собственно, в 2020 году в Казани я основала проект «Мир татарской женщины». Отчасти это был ответ на... Был такой текст «Зулейха открывает глаза». Скажите, пожалуйста, кто не читал и не смотрел фильм? Есть такие, которые не знают ничего про это? Ага, вас довольно много. Но вот в Казани, для Казани и для Татарстана этот текст был такой триггерный. И мне хотелось вообще разобраться, почему это вызывает столько эмоций, что там не так с образом татарской женщины, которая рисуется, с одной стороны, в кинематографе, а с другой стороны, в самой книге. А самое главное, мы с вами живем в городах, которые практически не помнят и не знают имена женщин. Ну вот расскажите мне, пожалуйста, какие улицы в Москве названы именами женщин? Клара Цеткин. Клара Цеткин. Ну, Клара Цеткин вообще для советского города это классическая. Улица Клара Цеткин есть практически в любом советском и постсоветском городе. Смедеянский. Росковой, да, Марина. Так, ну вот смотрите, если мы говорим про дореволюционные города Российской империи, как правило, были улицы Екатерининские. Да, и там они в разное время где-то переименовывались, где-то оставались. Ну и, соответственно, в советское время появился набор, вот этот Роза Люксембург, вы еще забыли. Есть еще Зоя Космодемьянская. Ну, собственно, можно вот так вот вспомнить этих героинь. И, как правило, практически нет героинь, которые так или иначе были связаны либо с этносом, который проживает здесь. Ну, вот сегодня в Казани есть улица, например, Сары Садыковой или Мазгубы Сартлановой, названные в ее честь. Но это тоже, кстати, связано с советским наследием. И мне хотелось в городе показать, что были женщины, есть женщины, о которых мы хотим помнить, и я хотела рассказать. Кроме того, я ставлю спектакли, которые основаны на научных исследованиях локальной идентичности. Ну, вот один из последних, к 200-летию Каюма Насыри, я поставила спектакль, который называется «Каюм Насыри. Мехом наружу». И он основан на многолетнем диссертационном исследовании Дины Хабибульной, который, вот, собственно, я положила такой вот в городе. И можно вот просто посмотреть, тропами Каюма Насыри пройти и услышать часть его воспоминаний. Я проводила, например, концептуальный татарский корпоратив для Росатома. И это тоже, на мой взгляд, способ популяризации татарской культуры, татарских ценностей. Казалось бы, в обычном мероприятии, ну, собственно, на корпоратив, наверное, каждый из вас был, ну, хотя бы один раз. Собственно, мы с вами как раз и переходим. Вот здесь QR-код на страницу нашего проекта. У нас есть телеграм-канал, мы представлены в разных социальных сетях.
И для меня очень важно назвать каждую, кто помогал основывать этот проект. И вот здесь я начну с Левного парка, потому что они со мной не приехали, но они тоже причастны к тем исследованиям, потому что это не только экскурсии, за каждым из этих стоит научное исследование. Это Наиля Ханбекова, музеолог, экскурсовод, методист. И это человек, который исследует память в городе через экскурсии и через путеводители. И это тоже какая-то такая важная история, потому что когда вы приезжаете в незнакомый город, вы открываете путеводитель, и путеводитель вам представляет какую-то определенную логику работы, да, исследования города. Дина Хабибульна, исследовательница Каюма Насыри, моя сестра, заслуженная артистка Республики Татарстан Лейсан Дусаева, и Гузелья Гематдинова, которая занимается исследованием Тукая. В следующем году приглашаю в Казань. Я думаю, что какой-нибудь сайт-специфик, посвященный Габдулле Тукаю, мы обязательно поставим. Ну и, собственно, к татарским женщинам. Вообще, как ни странно, вот это понятие «татарская женщина», оно возникает всегда по отношению к другому. Вот пока я жила в Казани, я была просто Инже Дусаева, которая живет в Казани. Как только я переехала в Москву, получается, высшее образование, поступила в аспирантуру, стали возникать вопросы, какое-то непонятное имя. В РГГУ меня записали, как сначала спросили «не» и «же», сказали «назовите ваше имя полностью». Вот, когда я сказала, что это полностью, записали 2 буквы, и меня посмотрели, спросили, откуда я приехала и почему я так чисто разговариваю на русском языке. И вот как бы вот этот момент возникает, о котором сегодня, кстати, Ксения говорила на кураторской экскурсии. Встреча с другим. Когда начинаешь себя осознавать как какой-то другой, когда рядом есть тот, с кем ты можешь соотнестись. Вот это первая история, когда можно себя отнести и сказать: да, я вот, наверное, татарская женщина. Напомню, что до конца XIX века, а на самом деле даже еще более позднее время, в Казани проводились исследования этнографы, и даже на середину XX века многие в Казани, кто-то называл себя вообще булгарами, а кто-то, продолжал себя называть мусульманами, не называя, то есть вот это татары, условно, это какие-то просто другие для Российской империи. Татарские женщины возводят свою этимологию, понятно, к сюмбике. До, кстати, 10-х годов 20 века мы можем в литературе встретить такое название сююн-бике. Не сююн-бике, как мы ее сегодня, да, а сююн-бике. Собственно, понятно же, почему татарской женщине хочется себя, собственно, к ней возвести. Напомню, это нагайская ханбике, который приводит. У нас вообще такой был экспорт, потому что, собственно, ее свекровь оттуда же приехала. Вот. И Гаухаршат, она была правительницей Казанского ханства. И, собственно, почему? Вот самое первое известное изображение — это Парсуна, да, непонятно какого времени, как-то договорились, что, скорее всего, это 18 век. Почему я именно с нее начинаю разговор про татарскую женщину? Потому что тот образ, который сложился в культуре, на мой взгляд, он отчасти конструируется вокруг этого персонажа. Назову ее так. Во-первых, у нас есть историческая конкретная личность, которая жила в Казанском ханстве, приехала, да, и в 1951 году была вывезена в Касимов. Наверное, эту историю все слышали. Вот, собственно, у нее на руках ее малолетний сын Утямеш-Гирей. Что здесь важно? Вы же видите, как выстроено изображение? Это же Мадонна с младенцем. А если мы еще посмотрим еще раньше, то это Исида, младенец Хор. Я про что? Про то, что культура использует знакомый культурный набор, в который встраивается дальше вот это описание.
Что мы знаем про Сюмбике? Ну, к сожалению, у нас практически все источники по истории Казанского ханства не сохранились, поэтому мы знаем более поздних мифов. Какой самый важный, ну, как бы главный миф, который транслирует всегда Казань по отношению к этой женщине? Что она сбросилась. Что она сбросилась. Откуда? С башни. И, наверное, вы знаете историю по поводу того, как строилась эта башня. Да, за 7 дней, там 7 ярусов и так далее. Что здесь важно, и поскольку мой он культурно-просветительский, но он туристический, несколько лет вводя экскурсию, я выясняю периодически, когда туристы говорят, не надо нам рассказывать, что Сюмбике была в 1951 году увезена в Касимов, расскажите, пожалуйста, как она сбрасывалась с башни. Да, потому что она не захотела выйти замуж за Ивана, точнее не так даже. Она поднялась, согласно легенде, на самую высокую точку, да, на последний ярус, посмотрела на родную землю, на свой народ и поняла, что не хочет его оставлять. Ну, а дальше по версии, по разным версиям, вот она либо в птицу превратилась, либо сбросилась. Мне больше с птицей нравится вариант. И вот здесь важный момент, что вот эта башня вместе с самой фигурой Сюмбике начинают существовать как единый образ, который схлопывается. Вот есть башня, ну, для скептиков, это вообще русская дозорная башня начала XVIII века. Но для татарского сердца, и где-то в себе я так это татарское сердце культивирую, это, в общем, не очень приятно слушать, потому что это объект физический, вокруг которого выстраивается наша идентичность. И посмотрите, выстраивается вот эта важная легенда. О чем легенда говорит? О женщине, которая сбросилась. Ну как бы. Да. Во-первых, смотрите, подождите, она супер красавица. Мы начнем с этого. Там же в легенде татарская, условно, да? Ханбике супер красавица. Иван Грозный говорит, очень хочу, прям сразу. 7 дней строит башню, она все равно говорит, нет. Это нет, да, может быть отчаянно. У татар есть такое понятие, уссузля. Упрямо. Сама себе на уме. Каждый где-то, вот сидящий здесь в зале, независимо от этнической принадлежности, я думаю, может вспомнить себе примеры, когда вот это про свою какую-то. И вот посмотрите, что для меня здесь важно. Мне не важно, как историку, была она такой или нет. Важно, что татарскому народу важно вот это сообщение про то, что мы ценны, мы сами себе на уме, и мы это конструируем, да, ну и плюс самое красивое. И в этом смысле, конечно, да, как бы Сюмбике очень важный образ, к которому будут отсылать дальше. Мы, кстати, это посмотрим. И самое начало 20 века мы видим, как вот эта непонятная дозорная башня, потому что к началу 19 века это не башня Сюмбике. И вдруг, вот я сейчас точно вам не смогу, когда вот защитить диссертацию, наверное, могу точно сказать, в какой момент в литературе начинается наименование этой башни как башни Сюмбике. И татарское купечество начинает вкладывать деньги, начинают это транслировать, выпускать конфеты Сюмбике. То есть получается, что это начинает жить как бренд, говоря современным языком. Я некоторые вещи буду, наверное, огрублять, но для того, чтобы был понятен ход моих мыслей. Ну и, собственно, а вот казанские татарки. У нас с вами выставка тематическая. Мы с вами сегодня говорим в основном и говорим в большей степени именно про город. Поэтому я буду говорить про татарок в городе. Я не буду говорить потому что это отдельная тоже тема, про татарок в деревне. Ну и, собственно, что мы видим здесь на изображении? Как татарка выглядит? Богато, богато. А? Ухоженно, хорошо. Богато, дорого-богато. Фотошоп. Дорого-богато. Так, дорого-богато. Ну, смотрите, да, мы говорим про
городских татар. И вот посмотрите, пожалуйста, изображение слева и изображение справа. Изображение слева. Ну, собственно, во-первых, мы плюс-минус можем узнать, как одет. Ярко. Ну, все при себе, вы тоже понимаете, я не могла себе отказать в удовольствии. Вот. Ну, соответственно, головной убор. И, кстати, очень многие этнографы и исследователи XIX века вообще говорили, что татарскую женщину сначала услышишь, а потом уже увидишь. Но мне кажется, я вас приглашаю в Казань на выставку «Костюмы народов Поволжья». И, собственно, там уникальная собрана коллекция вообще всех народов, которые проживают у нас в регионе. Мне кажется, там любая звенит так, что как бы ты сначала ее услышишь. Что здесь важно? И вот на втором изображении мы видим, женщина у нас ничем дома не занимается, мечта просто, да, длинные рукава. То есть вот костюм — это же текст определенный. А когда мы говорим для традиционной культуры, это еще и паспорт, по которому мы можем определить, какой национальности, из какого конкретно она места. Замужем, не замужем. В некоторых костюмах даже понятно, как бы родила она, не родила, сколько прошло там времени от того, как она вышла замуж и так далее. Это не сфера прям моих профессиональных интересов. Но меня здесь привлекает одна очень важная деталь. Они выглядят слишком какие-то такие, ну вот, слишком яркие, слишком необычные. И здесь у меня возникает вопрос, а кто же их такими видел? А видели их такими немцы, которые приезжают и начинают описывать народы, проживающие в Российской империи. Почему я об этом говорю? Это важно, кто с какой точки зрения описывает. И я сразу вспоминаю своих коллег-итальянцев, которые приезжают в Казань и тоже говорят, а ты настоящий татар? Ну, как бы вот как будто есть какие-то вот эти регистры, да, русская женщина в кокошнике, да, татарская женщина тоже как-то должна выглядеть. Вот посмотрите, конец 18-го, первая половина 19 века, это история про то, как немец, гун, который приехал сначала в Петербург, а потом попал в Казань. Вы представляете, как бы, ну, разницу? Даже сегодня некоторые говорят, что люди как-то в Казани немножко по-другому выглядят, даже при всеобщей глобализации и унификации. И поэтому, конечно, я прям призываю, когда вы видите какие-то изображения, понимать, кто это рисовал. Кто это рисовал и кто так описывал. И даже когда делают сегодня фотографии разные люди, условно, муж тебя сфотографирует определенным образом, да, а подружка немножко другим. И это имеет отношение к тем изображениям, которыми мы оперируем. Ну и, собственно, начну я с колыбельной, которые наверняка многие из вас знают, потому что мне кажется, что наше знакомство, независимо от пола и национальности, оно начинается с тех колыбельных, которые нам поют мамы и бабушки. Потому что, приходя в этот свет, мы, ну, собственно, получаем вот эту какую-то первую информацию, да? Я прочитаю буквально 4 строчки. Элли бели тарбу, медресеге китербу, тырышып собаку пугаш, валим булот, житербу. Это колыбельная, записанная Габдулом Тукаем, но основана она на колыбельных, которые бытовали, как говорят этномузыкологи, где-то с 20-х годов 19 века. Это отсылка именно к этому. Посмотрите, что поет мама и бабушка. Пока ты маленький, в школу ты пойдешь, после усердной учебы ученым станешь, на НЛП. То есть мама качает и говорит, так, баю-баюшки, но вот учись и в школу сходи, а потом пойди, иди вот это. Программа на следующие 40 лет, да? Программы на следующие 40 лет, но для меня, конечно, давайте так, вся сегодняшняя наша встреча и разговор, это, конечно, субъективный набор фактов. Я бы, конечно, могла другой набор вам привести, вот, но все-таки, когда мы говорим про колыбельные,
это, с одной стороны, история про ценности, которые закладывают родители. Здесь видно, что важно маме. И это, конечно, еще история, ну, я так немножко про сказки вам расскажу, ну, классические же сказки, которые, ну, знаем, бытуют, не буду там про 40 и остальных. Суанаса и Шурале. Это про что? Не ходи в лес, там щекотать будут. Не ходи к реке, там тебя утащат. Как по-другому ребенку объяснить, потому что он все равно туда пойдет, и как бы все дети рано или поздно до туда доходят. Чтобы вы немножко как бы представляли себе, что это очень утилитарное назначение у всех этих песен и у всех этих сказок. Туда ходи, сюда не ходи, читай книжки, будет у тебя все хорошо. И он уже к моменту, когда вырастает, не луч солнца золотого, да, вот, ученым станешь. И на этом вырастает поколение татарских детей. Я уверена, что в русской и в любой другой культуре было так же, да, но у нас сейчас разговор именно про них. Что представляла собой система образования на там, середину, конец XIX века? Это тоже важно. Мы сегодня говорим просто про девочек, но у мальчиков, скажем так, доступа были мектебы, да, были медресе. Девочка получала домашнее образование. И, собственно, есть вот этот институт Абустай. Я надеюсь, что когда-нибудь все-таки допишут диссертацию про женщин, которые обучали других женщин. То есть женщина получала домашнее образование. Ну, а дальше могли быть варианты. Сейчас мы посмотрим, собственно, какие. Итак, мы понимаем, что красота — это наше все. Я думаю, что я это уже доказала. Вот. И второе — это образование. И здесь первая женщина-татарка, о которой мы сегодня с вами будем говорить, это Зухра Акчурина. Она родилась в Симбирской губернии, что важно, в татарской, богатой татарской купеческой семье. У нее няня русскоязычная, которая преподает русский язык, русскую литературу. И когда один из татарских просветителей, Ризаэддин Фахриддин, я сейчас говорю, чтобы вы просто понимали, про матерей нации. Их так просто вот прям милят аналара, да, их вот прям так Ризаэддин Фахриддин в своей книге. И он говорит, что это вот прям жемчужина этой нации. И Гаяс Исхаки пишет, что Зухра Гаспринская, Зухра Акчурина, воспитывалась на произведениях Толстого, Пушкина и Лермонтова. Это важно. И это, с одной стороны, что девочка получает, понятное дело, образование Абустай, и у нее есть вот этот вшитый мусульманский, исламский, да, код, но при этом она получает через русскую литературу европейский контекст. И к моменту, когда, ну, собственно, она там достигает 17-летия, это девушка, которая образована, знает прекрасно татарский язык, и там целая романтическая. Давайте так, я не буду сильно в романтические истории углубляться. С дядей поехала в Крым, но это тоже схема хорошая. И там знакомится с Исмаилом Гаспринским. И когда, собственно, она возвращается обратно, уже вот Исмаил, ну, фактически он даже, можно сказать, такой, знаете, почти украл ее по сговору, поскольку папа, в общем, не очень хотел, чтобы какой-то Исмаил Гаспринский, крымский татарин, у нас татары до сих пор не могут договориться, да, мишары какие-то, да, сибирские, крымские. Ну, и вот, собственно, тогда это тоже какая-то была не очень история, то есть он был не совсем тот татарин, за которого папа хотел свою Зухру отдать. И здесь что важно, она выходит за него замуж, они потом как-то уговаривают там, родителей, все как бы ну, прекрасно. Это первая женщина-журналист. Они вместе с мужем издают газету «Таржима». На минутку, Исмаил Гаспринский просто флагман татарского просвещения, там про него все время пишет. Он плохо знает татарский язык.
И часть газеты, которая должна отвечать за татарский язык, вот эта женщина делает. Потому что она знает хорошо татарский язык. И, собственно, благодаря ей начинают транслироваться мы сегодня сказали прям европейские ценности, потому что она совмещает традиции исламские традиции Центральной России, крымско-татарские и через это турецкие и, собственно, европейские. Следующая женщина, вот она сидит справа, такая сбоку, потрясающая. Но мне кажется, вот по ее положению даже тоже можно сказать о характере. Я вообще очень люблю смотреть старые фотографии Лябибе Хусаинова. И хотела здесь сказать про исследовательницу, которая, собственно, открыла ее имя, но я не помню ее фамилию, ее зовут Сурья Апа. Она опубликовала целую книжку «Женщины Чистопольского уезда». И она вот как раз заговорила впервые об этой уникальной женщине. Но прежде чем мы сейчас про нее поговорим, я бы хотела задать вам вопрос вот про эти фотографии. Что вы можете сказать про этих женщин? И, кстати, видите, вы же подобные фотографии видели на выставке. Вот как бы вы, когда видите вот, таких женщин, что вы вообще можете сказать про саму фотографию? Как люди на ней расположены? Что они транслируют? Что это купеческий род, мне кажется. Ну что это? Богатые люди. Богатые, зажиточные лица. Ходят в медресе. Ходят в медресе, но на самом деле на лбу не написано, что они тут ходят в медресе. Вот. А что еще? Потому что, смотрите, я не знаю, как. Скажите, пожалуйста, а вот кто в детстве ходил в фотоателье и вообще себе представляет эту историю? Ну вот мы с 86-го года каждый год ходили 1 сентября всей нашей большой семьей фотографироваться. Там прям видно, как их менять. И это же история тоже про то, что непонятно же, да, особенно когда ты маленький, как сидеть, да, как ты вот представьте, это фотографии, то есть вот они сели, их явно усадили. Вообще у меня такой вопрос, как вы думаете, вот эти фотографии для чего создавались? Смотрите, Шагабудин Марджани у нас вошел в историю. Это первый татарин, который сделал фотографию. К нему приехали из британской энциклопедии и сказали, надо, уже пора. Так подумал, там очень интересно, я разговаривала с одним имамом, который говорил, напрямую в Коране не написано, что фотографироваться нельзя. Но вы понимаете, время написания Корана и, в общем, фотографии несколько разделены. Вот. И Шихаб Хазрят принимает решение, что он фотографируется. Мы знаем эту фотографию, и, собственно, с его легкой руки стали появляться вот эти фотографии. Так вот, у меня вопрос, как вы думаете, где бытует, ведь самое важное не то, что вы фотографируете, а что вы потом делаете с этими фотографиями? Это вот для чего? Вот мы с вами... Семейный альбом. Да, это семейный альбом. То есть, чтобы вы понимали, что вот это все не хранится, вот прям, это не для того, они не думали, что я теперь это ставлю в презентацию, то есть они не бытовали везде. И поэтому, когда часть исследователей говорит, что вот смотрите, вот они вот примерно так всегда и ходили. Не совсем так. Да, я на самом деле иногда так хожу, как я к вам сегодня приехала, это правда, потому что я люблю похулиганить, да. Но когда мы делаем фотографии, особенно в фотоателье, это история про то, что я показываю это своим родственникам, да, для мужа и так далее, и они могли в обычной жизни так не одеваться. Это важно понимать. Смотрите, у них у всех практически здесь не покрытая голова. В традиционной культуре мы говорим о том, что замужняя женщина всегда покрывает волосы. Это не только связано с мусульманами. Я просто хочу, чтобы вы, независимо от того, итальянка это русская или татарка, да, она всегда будет с покрытыми головами. Но посмотрите, у них здесь нет. Это история про смену регистров.
И когда читаешь, например, газеты, журналы начала 20 века, представьте такой разговор женщин двух, едущих в трамвае в Казани. Захра, закрывайся быстрее, наши зашли в трамвай. Что такое наши? Мусульмане. И она тут же закрывает чуть-чуть себе лицо. И сегодня, если вы посмотрите, если мы собираемся на аш, это одна история, и мы одеваемся соответственным образом. Мне важно, чтобы каждый вот здесь присутствующий понимал, что это разные контексты. Дома они могли одеваться таким образом, в фотостудию пошли вот так, преподавали они как-то по-другому одеваясь, и это про то, что у них были разные сценарии. Так вот, Лябибя Хусаинова родилась в Чистопольском уезде, в деревне Азма, получила очень хорошее образование. У нее богатый отец, мало того, что он богатый, он сам еще тоже ученый и просветитель. Что интересно, когда она в Казань приезжает, она заканчивает медресе у Махруй Бруди. Это тоже такой, известный просветительский род. Галимджана Бруди, возможно, вы слышали. Это татарский просветитель, имам мечети Галеевской в Казани. И, собственно, она там получила образование и осталась в Казани преподавать. Ее выдают замуж за мещанина. И она говорит: я выйду замуж, но я очень хочу заниматься преподаванием. И вот в этот момент начинаются истории, о которых я бы хотела сегодня прям подробно рассказать. В любой традиционной культуре женщина, когда рождается, она принадлежит роду отца. Она отцовский род, отцовская фамилия. И фактически отец определяет, что будет за женщиной. Потом она подходит к фертильному возрасту и, собственно, ее передают кому? Мужу. И она от отца переходит туда. Вот наши женщины, о которых я сегодня буду рассказывать, в момент перехода к мужу начинают мужу предлагать разные варианты. Например, ты говоришь: я хочу преподавать, я выйду. Она рожает детей, но она преподает в медресе. Махруй Бруди, к сожалению, довольно быстро умирает, и она начинает преподавать сначала в медресе Махруй Бруди, и потом основывать свое медресе. Чтобы вы понимали, в самом начале основания ее медресе там было где-то около 14 учениц. Буквально там за 5 лет их становится 70. Вы просто поймите масштаб. Здесь, вот посмотрите, вот это ученицы. Причем очень интересно, Лябибя Хусаинова, прям для нее принципиальным становится новый метод обучения. До этого татары заучивали прям кусками. Наверное, каждый может вспомнить, как зубрили текст в школе. Лябибя Хусаинова обращает внимание на звуковое воспроизведение и фактически на иске имля, на арабской графике, она начинает учить, как читать. И за 3-4 месяца она обучает людей, которые вообще никогда не читали, да, по новому методу. Она начинает обучать татарскому языку. И, собственно, многие считают, что она как раз принадлежит к такому направлению, которое джадидизм. Джадид, да, новый метод обучения. Не такой, который основан только на Коране и на вот такой зубрежке, а больше на понимании. Чем интересна Лябибя Хусаинова? Посмотрите, какие предметы расписания уроков специально здесь вот вам привела. Арифметика, там, диктовка, вероучение, что там еще, чтение, да? Чистописание. Чистописание. Слушайте, куда, видимо, второй не попал. Короче говоря, она вводит еще географию и историю. И вот здесь, на мой взгляд, тоже про женское братство, потому что она дружит с женщиной, которая является женой Пинегина, человека, который отвечает за
контроль над образованием в Казанской губернии. И как только какая-то проверка была, ну, соответственно, Пинегин говорит своей жене, жена быстро отправляет записку Лябибе Хусаиновой, Лябибе Ханум получает записку, говорит, так, все, глобусы, карты, все складываем в подвал. Об этом просто оставили воспоминания дети Лябибе Хусаиновой. Проверка проходит, они там сидят все, как положено в НРСМ, ничего параллельно не изучают, ну, как бы все нормально, проверка ушла, и так до следующей проверки. И вот в таком варианте медресе Хусаиновской, да, Хусания, существует довольно долго, там пока не был пожар и не пожглась библиотека. Но это, знаете, для меня о чем? Что она воспитывает женщин, которые дальше будут воспитывать, она же воспитывает сетку, потому что потом они разбредаются по Казанской губернии и начинают дальше продолжать вот это образование. Помним, да? Баю-баюшки баю, выучишься, потом пойдешь и станешь ученым. Вот она, схема-то работает. Вот эта женщина муж называл воды в юбке. Вот просто вообще не стеснялся. Это Фатиха Аитова, Яушева урожденная. Слушайте, их род ведет, нет, не их, но он тоже древний. Что-то помутнение небольшое. Так вот, Фатиха Аитова, женщина, которая из богатого рода Яушевых, когда ей условно исполняется 20 лет, она выходит замуж за мужчину. Теперь мне он уже не кажется таким старым, 40-летним, ну там 40 с небольшим. Она 5-я его жена. Внимание, у нас история про... Это не история про синюю бороду, да, или там... По исламу мы помним, можно 4. Я очень люблю на этот момент обращать внимание. Вообще в Поволжье не распространена была история многоженства. 4, если можно не просто одинаково содержать, но одинаково любить каждую и давать своего какого-то фокуса внимания. Ну, видимо, не знаю, может, татары не давали фокуса внимания. Как правило, было всего 2, ну, могло быть 2, когда брали вторую жену. Мне кажется, вы прям знаете эту историю. Вдов брали. Вдов? И бездетных. Ну, что значит брали вдов и бездетных? Нет, не вдов. Ну, Умирал муж. Уход нужен. Ну, как? Вот. Вот если нужен уход первой жене, она не может, например, иметь детей, берут, ну, какую-то вторую. У Сулеймана Аитова просто предыдущие 4 умерли. Но мы говорим про низкий уровень развития медицины, гигиены. Ну, женская смертность, к сожалению, это прям отдельная история. Она выходит замуж, моя любимая история, говорит, Жанна, слушай, очень хочу открыть гимназию для девочек-татарок. Вот это тоже важный момент, смотрите, и мне кажется, что идея партнерского, вот это для меня партнерский брак. Когда я выхожу замуж и говорю, знаешь, у меня вообще мечта есть, вот такая-то. И что интересно, что муж вместе с ней, он начинает реализовывать вот этот мужчина. Как вы понимаете, она не только мечту с открытием гимназии, судя по детям, да, которые здесь, это все, но там женщин не было в их роду, одни мужчины. Некоторые даже оставили воспоминания ну, собственно, о своей маме. И на начало 20-го, это ну, там, первые десятилетия 20 века в Казани не было даже гимназии для мальчиков-татар, не говоря уж про девочек. Она сначала в Казани обращается и говорит, ну нет, Петербург. Она едет в Петербург, ей там тоже говорят, слушай, вообще нет никакой методики. Пожалуйста, чем вас не устраивают русские, у нас там Ксенинская женская гимназия есть. Вот же все, рабочая схема. Она говорит, нет, хочу для девочек-татарок. Что делает она? Она берет своего мужа, и они отправляются в турне по Европе, начиная собирать методики преподавания в гимназиях. Она это все скрупулезно собирает, возвращается домой и открывает гимназию. Что для меня здесь важно? Во-первых, она не остановилась. Ну, такая, мы помним, да, Усть-Сузле, который, как бы, у нее есть, не вижу преград. Она понимает, как это делать. Она вовлекла, кстати, своего мужа еще в это дело. Но помимо всего прочего, это история про легитимное.
То есть не я какую-то подпольную школу чего-то там открываю и что-то в подвале делаю. Нет, мне очень важно, что в Российской империи будет гимназия для девочек-татар. Вот это, мне кажется, вот важный момент какой-то, понимать про то, как действуют культурные механизмы, и для кого-то это какая-то, может быть, ну, условно, партизанская история. Это про легитимность. Всегда. Что здесь важно? Что открывать... Да, вот меня всегда интересовал вопрос, наверное, как самой татарской женщины, как вы думаете, кто домом-то занимался? Ну, в момент, когда они там все собирали. Я когда читала просто историю... Прислуга какая-то. Ну, прислуга. Мне нравится, когда мне отвечают муж. Абеляр. Абеляр. Занималась мама Фатихи Аитовой. Собственно, об этом... Ну, у них, конечно же, была своя Биби. Вот, но мама Фатихи Аитовой очень много помогала. И я, как историк, всегда ловлю себя на таких моментах. Работают у нас сегодня эти схемы. У нас сегодня тоже наши мамы нам на подхвате могут быть. Для Фатихи Аитовой очень важный момент. Вот здесь они представлены. Чем отличаются ученицы Фатихи Аитовой? От учениц того же времени, например, русской гимназии, первый вопрос, а второй от советской школы. Ну, кроме 122, где мы учились, у нас была другая. Головной убор. А какие татарские ценности? Как вы нашли татарские ценности? Мы только головной убор видим, что они отличаются, а фартуки, форма такая же. И вот смотрите, и вот как раз начало 20 века это история про то, как меняется, что татары абсолютно встроены в российский, европейский контекст. Но есть какая-то деталь, которая хочется, чтобы маркировала национальную принадлежность и идентичность. У меня сегодня это вот такие изю там, и браслет. Для них это вот такой колфак, который расшит речным жемчугом, скорее всего. И для Фатихи Аитовой важно, она закупает машинки Зингер и девочкам дает еще возможность кулыша, да, каким-то ремеслом заниматься. И часть исследователей говорит, что в Казани можно было определить по вот именно рукоделию учениц школы Фатихи Аитовой и монашек монастыря вот, с чудотворной иконой. То есть представляете, да, уровень, не просто УПК и швейный цех, да, через который прошли люди, которые были в советское и постсоветское время. А это про вот такой, дополнительный способ, да, возможности, где-то себе быть. Недавно нашла информацию, вот хочу в архиве Национального музея посмотреть. У Фатихи Аитовой она изобретает кулинарные школы. Сейчас это тоже очень модно. Что за кулинарные школы? Представляете себе, что татарки, начало 20 века. Вот моя мама мне говорила, что токмач, вот нищий киселя, что вот некоторые прям бритвой, вот чем тоньше, ну я, видимо, как башкирка, не знаю, я такими толстыми ножом. И мужья, которые брали татарских жен в начале 20 века, а вы на выставке наверняка видели этих модников, шфранты, одетые как денди лондонские, да, которые с часами ходят, да, и так далее. Что им нужно? Открываешь меню. Бланманже, дифлапы какой-нибудь, да, ну я утрирую. И оказывается, что татарские женщины вот эти не могут этого делать. Токмач и Фатиха Аитова открывают кулинарные курсы для того, чтобы научить женщин и этому тоже. И это тоже какая-то интересная история, и мы сегодня, кстати, можем посмотреть параллели вот с теми культурными процессами. Одной из учительниц, преподавательниц этой школы была Сара Шакулова. Не случайно здесь представила именно это. Это редкая фотография из Национального музея Республики Татарстан. Посмотрите, она здесь рядом со своим братом. Вот как раз их семья ведет свой отчет к роду сиидов, ну и, соответственно, там пророк Мухаммед и так дальше. Да? Шежеря — это наше все. Что мы видим?
когда мы видим эту девочку? Она татарка? Вообще нет. Ну, там... сапожки, конечно. Мне так... Выдают. Ну, сапожки, знаете, тоже непонятно на самом деле, что это за сапожки, и это не ичиги. Ну, скорее всего, мы посмотрели с экспертом по татарскому костюмному Дидной Гатиной шеф, вот скорее не щитык. Вот это просто сапожки, которые могли... Первое, что мы видим, это богатая семья. Посмотрите, они одеты в европейское платье, да, причем это хорошее платье. Что мы знаем? Понимаем, богатые, встроенные в европейский контекст. Правда, эта девушка получает хорошее образование. Ну вот, собственно, она вот здесь в клетчатой, ну тут вообще уже, да, ничего не отсылает к татарскому, здесь она... Чехова отсылает. Да. То есть, смотрите, это модерн, начало 20 века. И Сара Шакулова, которая родилась в Касимове, очень хочет получить высшее образование. Напомню, что в Российской империи женщины до 1915 года не могли получать высшее образование. Наша девочка едет в Париж и получает образование там, в Сорбонне. Почему, как бы, с одной стороны, я говорю так иронично, а с другой стороны, это тоже важный момент для меня про уссузле, про какой-то вектор, а с другой стороны, к счастью, у них была такая возможность благодаря родителям, потому что мы понимаем, что, конечно, таких, как Сара Шакулова, это не каждая татарская девочка сказала, ну, знаете, я тут не могу поступить, пожалуй, поеду я в Сорбонну или в Женевский университет. И таких примеров довольно много, и когда я еще получала второе высшее в Москве, я помню, как профессор мне все говорил, что очень много в Париже архивов татар, которые там получали образование. И нет людей, которые, ну, как бы могли. Так что, если вы владеете татарским языком, хотели бы исследовать парижские архивы, то вот поле не паханное. И это первая женщина-математик, ее называют татарский Ковалевской. Я вообще не очень люблю вот эти истории, да, там татарская Ковалевская, татарская там, это как будто, знаете, как это, ой, татарин, он и вот это вот может. Но, тем не менее, она открыла именно эту сферу знания, возвращается в Казань, она возвращается в Российскую империю. Внимание, она подтверждает свой диплом. Это тоже важно. То есть она тот сорбонский диплом уже подтверждает здесь. И начинает преподавать, в том числе она, кстати, и в Хусайние работает, и у Фатихия Аитовой. Еще одна преподавательница, это вообще одна из моих любимых героинь, Махруй Музафария, она в центре. Может быть, кому-то известна фамилия знаменитая Музафарова, музыкантов в Казани. Это вот потомки как раз Махруй Музафарии. Слушайте, вот она как раз вторая жена, ее взяли, у нее там такая... Она такие любовные письма писала своему ровеснику, но папа, в общем, нашел, ну, нехорошо поступил с дочкой, выдал замуж второй женой. И она становится женой имама Сенной мечети в самом центре Казани. Что важно, для меня это женщина-трикстер. Представьте себе, начало 20 века, старая татарская слобода. Ну, в общем, как если верить газетам того времени, женщина просто ходит как стога сена. Ну, такие, чем больше на мне разных слоев одежды, там, шали, тем больше меня любит отец или муж. Ну, соответственно, я как бы сразу все показываю. И это такое тоже еще, и при этом, да, ходят, ну, несколько другие. Это первая женщина, которая открывает лицо. Напомню, это жена и мама. Ну, то есть это прям, ну, как бы сознательная позиция. Я сегодня вот из поезда, когда мне подруга встречалась, специально вышла с короной. Ну, потом я корону такие я убрала. То есть это про то, что в каком-то контексте это нормально, а в каком-то контексте это, ну, совершенно что-то было невообразимо. Это женщина-поэтесса, жена и мама, ухаживающая за своей свекровью и первой женой, нарожавшая детей. Пишет стихи, и это первая женщина, которая в татарском языке начинает использовать феминитив. Я не знаю, как вы относитесь к режиссеркам, композиторкам, авторкам и так далее, кураторкам, но послушайте, как красиво это звучит на татарском языке. Она говорит, что есть шагы, а есть шагыря.
И в татарском языке вот этот суффикс «ка», он, ну как бы, вот это «шагыря», вот этот аффикс, он совершенно по-другому звучит. Есть «галим» ученый, а есть «галиме» ученый. И, на мой взгляд, она делает прорывную вещь. Почему мы сегодня так на режиссеров, композиторов там, и так далее, экскурсоводок реагируем? Потому что в норме языка нет сферы, в которой бы женщины проявлялись. Ну, нет сферы, понятно, поэтому женщина обозначается мужским родом, поскольку как бы там были профессии мужчин. И она говорит, есть другие сферы, в которых женщина может проявляться. И, на мой взгляд, это прям революционная вещь. Ну, собственно, она обучала, не могла просто не сказать про Сахиб Джамала Гизатуллину Волжскую. Первая женщина-актриса, первая мусульманка-актриса, с которой, собственно, начинается татарский театр. А все, на минутку, получила образование на русском и татарском языке. Я не случайно так вот как бы говорю про то, что вот этот путь встраивания в культуру в начале 20 века, он, конечно, был через русский язык в большей степени. То, что давало возможность для просвещения. И вот здесь очень интересный момент, что когда она еще танцами занималась, ее Фатых Амирхан пригласил там на одну из первых постановок, она пришла, еле сидела в антракте и говорит, что это такое? Мужчины играют женщин. Как вы думаете, что, ну, как бы так не понравилось этой тогда еще молодой девочке? Бородатый, да. Там прямо про Сокал она прям отдельно это писала, да, но не только. Не было красоты? Нет, ну уже мужики. У нас мужчины тоже есть красивые. А? Что мужчина в женской одежде? Мужчина в женской одежде, что мужчина не может выразить эмоции так, как это сделает женщина. Что он как бы, когда их выражает, но это все равно не то же самое, что когда себя играет. Ну и он тут же, как бы разговор короткий, иди сама играй. С этого момента она сама вышла на сцену и начала играть. Это первая женщина, ну такая, давайте так, в литературе обычно в научной не пишется так, но на самом деле она была женщиной-режиссером и тоже основала труппу. И вот важный момент, что постепенно женщины-татарки начинают реализовываться в разных сферах. Здесь еще про одну женщину хочу сказать, наверняка вы про нее слышали. Первая модница Старой Татарской слободы. Посмотрите на то, как выглядит Биби Марьям Бану Апакова. Здесь ей что-то типа 18-20 лет. Она выходит замуж за сына Шамиля, того самого Мухаммед Шафи Шамиля. Это генерал. Какой-то возраст 40 лет в этот раз прям заколдованный. В общем, ему 40 лет, она в 2 раза его младше. Посмотрите на нее. Это же как Жозефина Бонапарт, которая создает платье под стать костюму и палетам своего мужа. Удивительная женщина. Она разъезжает, сама управляет двуколкой. Сегодня это что-то типа управления там самолетом. Не знаю, я не помню, что сложнее, вертолет или самолет, но что-то такое. Увольняет приказчика на Сенном базаре. 3 дня она сама стоит, про эти 3 дня, но только ленивый не написал, как она там торговала на Сенном базаре. Внимание, это была очень богатая женщина. И это человек, который задает тренды, но уже с другой стороны. И вот в этом во всем котле в 1913 году Асма Шафигулова выходит замуж. Мы помним схему, да? Главное найти, за кого выйти замуж, а потом попросить, что ты хотела сделать. Вот. И она говорит, журнал «Хочу» для женщин. И представляете, в 1913 году начинает издаваться журнал «Сюмбике», который на минутку существует до сих пор. Вы просто подумайте. Это просто желание и воля конкретной женщины, которую поддержал муж. Они начинают издавать журнал.
Я просто, чтобы, ну, как бы было понятно, что вот смотрите, как он пишет. Симбике, 13-й год, первый год издания. Вы посмотрите, я не знаю, кто читает на языке, слушайте, я не читаю. К счастью, есть мои коллеги, которые читают. Но вот просто подборка тоже специально от меня. Посмотрите, что это. Вспоминайте полосатый рейс. Раздел который. Ну вот все же, да, как бы про тигра-то. И да, и вот здесь вы видите, описываются те части сыр, да, и турнда сидели, которые, ну как бы, как нужно выбирать. И вот эта история про то, что, да. Здесь написано «Итнен яхшылыгын білу». Да, лучшие части, знания лучше. Кто-то ходит на рынок, я помню, как мне моя мама говорила, как выбирать мясо на рынке. А можно открыть журнал Симбике, и тебе здесь об этом скажут. Посмотрите, ну вот раз из Каинляда укысыз, укапширы. Ну вот, собственно, так выглядела обложка журнала Симбике, это 14-й год. Там Симбике написано. Да, и вот посмотрите внизу, что это такое. Ничего не вспоминайте, особенно те, которые, ну, в советское время прошли, да, и помните вот эти советы молодой хозяйки, какой-нибудь там, не знаю, журнал «Крестьянка», «Работница». То есть посмотрите, что происходит. И вот здесь, например, это тоже страница из этого же журнала, где говорится о женской эмансипации. То есть смотрите, издается журнал для женщин-татарок, который и про мясо, и как себя вести с ребенком, и про то, что вообще женщины эмансипируются, да, и вот здесь еще и про кулыши. И вон, пожалуйста, смотрите, у нас какие разницы. Вон с этой стороны, да, татарки, с этой стороны, как вы понимаете, Яулухта тоже татарки. И про что на что я здесь акцентирую внимание? На то, что в начале 20 века, да, вот это трубежное время, это время строительства татарской нации, в которой женщины принимают не меньше участия, чем мужчины. Программируют через колыбельные, открывают школы и образовывают тех, которые будут дальше транслировать вот эти ценности. Издают журналы, которые, вот в отличие от всех других журналов, которые издавались, единственный сохранившийся — это журнал Симбике. Он менялся, он назывался в советское время Азат Хатан, но он остался вот как бы в том виде. И здесь выбирается перечень тем, которые важны для женщин. А для женщины важно и мясо, ну как бы без еды мы никуда не уйдем. И вот мне кажется, что здесь мы можем прям вот как бы начинать где-то записывать, что важно для женщины кулыши, для татарской женщины. Важно здесь, ну, например, ризоклар, да, и блюдо. Это что, простите? Кулыши. Кулыши, ремесло, ну, как бы что-то, что там вышивка, ушковые, например, да, ну, там, и так далее. Важно получение образования. Мы видим, как много людей занимаются именно тем, чтобы это было возможно. Ну и вот здесь я про Махрису Буби не могу не сказать, потому что это первая женщина Хозы, первая и единственная женщина мусульманская судья. Ни до нее, ни после нее таких не было. У нее была непростая судьба. Я думаю, что и Хозы-то она наверняка стала, ну, собственно, для того, чтобы где-то помочь женщинам. Мы бы сегодня сказали, что она подверглась домашнему насилию, и она хотела официально развестись. Официально развестись, ну, в общем, и сегодня не самое простое дело. Ей помог Ризаэддин Фахриддин, но она в итоге все равно смогла это сделать. И с 2 детьми она ушла от своего мужа. И с этого момента она начинает помогать женщинам официально, ну, как бы, решать свои там правовые, имущественные, ну и где-то телесные вопросы, ну потому что мы знаем, что в традиционной культуре все-таки, ну как бы, слушайте, даже не в традиционной, мы даже знаем, что происходит сейчас, да, и поэтому это вот прям удивительный человек. Я обращу внимание на деталь. Посмотрите, у нее здесь часы висят.
вот очень интересно, как в начале 20 века появляется вообще не только у татар мода вот это на часы. И это, как правило, учительницы, либо, ну вот, женщины, которые там, не знаю, занимаются образованием, ну, как какой-то вот такой. И, смотрите, всегда это маркировано принадлежность к татарской нации, да, вот этот многоскалфак. Ну и первый Всероссийский съезд мусульманок России, он проходит в Казани. Посмотрите на этих женщин. Лица, конечно, выражения, я прям просто балдею от этого. И вот когда в Казани и Махлиса Буби в том числе как бы занимается продвижением и организацией вот этого собрания, очень интересно, что обсуждают женщины. И среди вопросов, которые, ну, как бы на повестке, ну, понятно, там всегда вопрос про многоженство, особенно в исламе, ну, по согласованию с первой женой. Напомню, в Коране все можно, но женщины-мусульманки говорят, нет, давайте вот как-то с первой женой согласуем. Интересно, как там раскалывалось тоже сообщество, потому что были мусульмане Кавказа, Центральной России и Сибири. Если Кавказ был против Средней Азии, то мужчины, скажем так, Центральной России, да, они пролоббировали. Но важно другое. Знаете, за что женщины там голосуют? Право попасть в мечеть. Если вы знаете вообще, ну как бы в мечети, кто не был ни разу ни в одной мечети из здесь присутствующих? Есть такие? Все были в мечети? Нет. Вообще мечети проектируются отдельно, но в исторических мечетях нет женских залов. В современных уже есть либо второй этаж, либо шаршау, ну какие-то варианты есть, в мечети Кул-Шариф прям отдельно запроектирован. Почему женщине, а каждый мусульманин, ну в общем, есть направление на Мекку, намаз вакат блесем, все, пожалуйста, направление, намазлак, вакат, все, как бы вопросов нет. Почему важно приходить в мечеть? Конечно, так же, как мы здесь сегодня с вами. А где же пообщаться-то? И они начинают как бы вот это движение. И когда, собственно, я смотрю газету «Казанский телеграф» 1913 года, я читаю небольшую заметку. 4 жителя Туркестана приезжали в Казань за тем, чтобы выбрать себе жену. Им читают быстро никах на Черном озере, и после никаха, значит, в рассыпную и имам, который прочитал никах, и, ну и, соответственно, вот эти 4 женщины. Ну, там одну догоняют, мне там тоже очень нравится. Под покрывалом находилось лицо немолодой женщины, чуть больше 30 лет. И вот, ну и там, соответственно, как бы эти жители Туркестана говорят, что мы там деньги заплатили, женщина в рассыпную, а тут вообще какая-то женщина немолодая, 30 лет нам подсунули на никахе. И я задаюсь вопросом, а как, почему, ну, то есть, раз есть такие заметки, они не единичные, значит, был спрос на татарских женщин, что же привлекает представителей не только татарского населения, но и других в женщинах нашего региона этнических. Первое, конечно, это образование. Потому что, ну, как вы видели, образование — это наше все. У нас даже поется об этом в колыбельных. И это соединение, с одной стороны, исламской традиции и культуры, а с другой стороны, европейской культуры, и европейского образования, и европейских норм. Это и Татмаш, и закончила курсы Фатихи Аидовой, я тебе и Бланманжею сейчас приготовлю. Это модницы, это Уссузле, возможно, кого-то это тоже будоражит. И это всегда про то, что, ну, как бы, я транслирую ценности своей культуры. И завершая наш сегодняшний разговор, я хочу задать вопрос вам прежде всего. Вот в начале 2000-х в Москве я работала в Академии наук, и
это была история про то, что я все время заваривала чай, и про часть Академии наук перешла просто через неделю на татарский чай с матрюшкой. Вот, не перестала пить кофе, и мне говорили, ну ты же эмансипированная женщина, почему ты завариваешь? Я говорю, вы можете это, я буду в своем чайничке заваривать. Ну, как бы на запах приходили практически все вот, люди в здании на Ленинском проспекте. И сегодня, говоря о стереотипном, ключевой стереотипный понимании и образе татарок, это женщина, которая образована, которая модная, которая занимается домашним хозяйством, стереотипная, готовит еду, да, связанная вот с какими-то такими бытовыми вещами, но при этом у нее за ней стоит вот какой-то вот этот пласт воли, интенции того, что она делает для других. Вот я здесь такую сделала очень субъективную подборку женщин, которые занимались продвижением своего народа, своей культуры и своих ценностей. Спасибо большое за внимание. Буду рада вашим вопросам, потому что есть некоторые спорные тезисы. Понятно, что любой автор, он собирает свою какую-то историю. Но мне хотелось сегодня показать вот именно, вот с этой стороны. Такой Унган Хакан, да? Дайте, пожалуйста, перевод на русский. Ох, ну вы прямо, вот так вот, да. Вот прям сразу не да, вот это как, вы знаете, вот вы мне задаете такой вопрос. Я буквально 2 дня назад была на лекции Альфреда Бустанова, который рассуждал про слово «кунель». И также можно рассуждать про слово «мон». Да. И вот мы сейчас можем еще целую лекцию прочитать про то, что означает «унган». Но вот для меня «унган», давайте я не буду давать конкретное определение, но вот те женщины, о которых я сегодня рассказывала, это вот как раз и есть «унган хатын». Но просто если начать переводить, то там будет целая энциклопедия определений одному емкому слову татарскую женщину. Потому что это всегда контекст, конечно. Ну, то есть это не какая-то не одна дефиниция. Мне кажется, не только контекст. Это хороша во всех отношениях. Вот и все, унган. Идеал. Это не контекст. Это не идеал, разные контексты, которые туда добавлялись. Ну, потому что, если я скажу, что это та, которая, умница, красавица, да, то есть это же только одна часть. Про красавицу там нет, конечно. Ну, про красавицу нет, но красавицу про способности, про талант. Про талант, про суть, про то, вот про некоторые уже говорят «унган», когда, например, она тамле дальше пшире, да, когда она, например, мастерица, и в смысле вот этого как раз кулыше. Дело в том, что если она только кулыше, она не унган. Да, если она, вот, да, если унган, то тогда у нее вот это. Вот я специально И вот здесь я, знаете, еще даже, наверное, продолжу. Когда мы занимались концепцией исторического центра Казани, это прямо исторической части, это называется историческое поселение, мы задавали, там было где-то 400 анкет, мы задавали вопрос, что если бы город был человеком, как бы вы описали Казань? Знаете, как описывали Казань? 80% респондентов сказали, что это женщина средних лет. Ну, у всех понятие средний возраст тоже разное, да? 35 плюс, некоторые говорили 40 плюс, а дальше вот прям кунган хатын. Значит, она живет в достатке, одета в модную одежду. Некоторые такие прям там описывали, что она накрашена красной помадой, там одевается в костюмы Гуччи. У нее дети учатся в лучших вузах и школах. И я просто вас отсылаю к тому, о чем я говорила сегодня во время нашей беседы. То есть образование, вот здесь сидят люди, которые учились в лучших школах и учатся в хороших вузах. Для татарской женщины это важно.
Как вы думаете, чем занимается вот эта женщина, которую зовут Казань, вечерами? Да, вот там некоторые, ну, как бы вышивают какой-то, кто-то там писал мыло варит, и там, знаете, мне так было приятно, что там написали, но это не труд, а для развлечения. То есть она это делает не потому, что ей надо там что-то штопать или вязать там носки, да, например, вот это вот про вот какую-то эту, катается на самом там последней, ну, какая-то там крутая машина, я сразу вспомнила Биби Мариам Банну Апакову, которая двуколкой управляла. И вот если мы это соберем все, да, и при этом она пьет чай, печет беляш, и как бы вот это вот какая-то, ну, такая история. Я до сих пор помню, как я итальянцев в Болонье кормила шпишмаками, да, и искала, как же можно как сделать, да. Вот это, наверное, и есть все муган, который воспроизводят люди, даже независимо от этого, применительно к Казани. Потому что говорят, что Казань современная, но при этом очень уютная. И татарская женщина современная, посмотрите, они какие современные, для своего времени, прогрессивные, и при этом очень уютные и с традиционными ценностями. Это как будто, ну вот, думаю, что укладывается в это понятие умган. У меня такой вопрос, как определить, вот, по мне, что человек татарин? Мне вот за все, ну, как понимаю, в жизненном пути разные люди встречались, они внешне все отличаются, но все говорили, что татарин. Ну, то есть рыжий, голубоглазый — это татарин. Слушайте, ну вы прям как-то это, давайте пойдем. У нас были некоторые государства, которые любили по внешнему виду определять людей и измерять там разные, да? Вот мы этим не будем заниматься. Знаете, есть какая-то такая история, сегодня, когда я ехала в поезде как раз в Москву, мы обсуждали, я не знаю как, но я своих могу определить. Более того, я бы даже говорила не только про татарина, у нас есть такая игра с мужем, мы в любых аэропортах мира сидим и определяем рейс на Казань. Вот мне кажется, что есть как что-то в лице, которое вот как бы, ну, условно, какое-то, знаете, казанское выражение лица. Не знаю, как определить, но как будто какое-то чутье есть. Знаете, что интересно? Как только я выезжаю за пределы Казани, ну, поскольку у меня 5 лет я жила в Москве, 2 года я жила в Болонье, как только я выезжаю из Казани, я перестаю быть татаркой. Ну, то есть меня практически никто так, ну я не знаю, как определить. Я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но люблю этим тоже заниматься. Все бываем разные. Да. Можно передать, пожалуйста? Что позволяет татарской нации сохраняться? Потому что мы знаем, что Казань — это город, где половина русских, половина татар, да, этнических, а вторая половина — это другие религии, другие этнические составы. Очень много татар в Москве, возможно, одна из самых больших диаспор, в мире, в России. Как нам сохранить эти корни, как нам, так сказать, очень много смешанных браков, да, люди теряют язык. Наверняка вы размышляли об этом, может быть, это объект вашего интереса научного или интереса ваших коллег. Вот просто хотелось бы выслушать какой-то ваш коммент и ваше, так сказать, видение. Сохраниться? Как сохраниться и как это люди делают? Размножается. Спасибо за вопрос. Ну вот я, например, в своей семье первая, которая вышла замуж не за татарина. Вот, но мой муж, как ни странно, но я сама начала учить татарский язык в 42 года. И это тоже история про сознательный выбор и про то, что дает язык. У меня, например, таким как бы способом открыть доступ к моему языку, потому что до 3 лет я разговаривала на татарском языке. Вот, и, собственно, потом за неделю, там, как мама говорит, в садике я выучила русский, да, и вот как бы вот эта история, и дальше пошла другая. Стал как раз итальянский. Я хорошо владею английским языком, и вот итальянский язык, когда я просто понимаю, что есть что-то, что невозможно перевести. Вот это кумыль ощу, да, который невозможно. Одна американская исследовательница написала вообще целую книгу про то, что
what does it mean, там, in Tatar culture. Да? И вот эта вот история про, если язык дает тебе что-то больше, genre, не знаю, что-то, что как бы внутри, тогда, когда ты становишься другим, может быть, с собой. И, на мой взгляд, язык, да, конечно, нужны там всякие программы там, и так далее, да, но у самого человека должна быть потребность, что дает еще как бы больше. И вот когда я вижу это, потому что, ну, давайте так, у нас время у всех ограничено. Вот вы сегодня пришли, я не знаю, просто, ну, как бы потратили вы время зря, да, или вы там чем-то подзарядились. Мы каждый раз выбираем, и когда мы выбираем учить язык, все же понимают русский язык, да, ведь, ну, как бы, более того, у нас есть еще отдельная история с татарским языком. Я часто привожу этот пример, что, например, в Италии, когда ты говоришь «чао», они тебе говорят «ma come parli benissimo, dove l'hai imparato, ma parli come una italiana». Да, что вы одно слово «чао», и они вам кучу комплиментов. «Пашан мин татарша сили, милай телер». Син Маржак бексилешесин, син Мишель, син Казаннан Тугель, син Оялмушар Шулейтесин. И вот эта вот история про то, что, я сейчас переведу, да, что как будто есть татары, которые знают, как правильно по-татарски говорить. И это татары, да. И это татары. А если ты вдруг из Сибири приехал, Мишарь, да, например, или тот, который говорит с русским акцентом, у тебя история про, вот как бы, это, знаете, это тоже внутри про этнос, сам этнос, и про то, как бы, как мы внутри к этому относимся. Я, например, была удивлена, когда узнала, что Исмаил Гаспринский вообще плохо знал татарский язык. Если бы не его жена, ну как бы он вот эту... При этом татары говорят, что благодаря ему мы просто получили прорыли этот путь там, условно в Европу, Турцию и так далее. И мне кажется, ну, я вообще всегда про любовь, потому что мы знаем, как в школе учат любой язык, не только татарский, и чем это потом заканчивается. И вот такие проекты, как сегодняшний, когда ты приходишь и видишь наследие, и у тебя просто до мурашек, и тебе хочется узнать. И вдруг ты ищешь какое-то слово, будь это «ма», «кунэль», «уган» или еще что-то, когда ты понимаешь, что там есть такой зазор, и что пока ты это не выучишь, ну как бы тебе оно не откроется. Или, например, что у нас в теле, в разных частях тела же есть, ну я убеждена в этом, у меня английский, татарский, русский и итальянский живут в разных частях моего тела. И как только я понимаю, что я хочу вот эту часть тела, дать ей вот внимание, я прям понимаю, что я татарща и кончитарля была. И вот, ну, мне кажется, вот с этого все начинается. Когда он нужен нам самим, он нужен и остальным тоже. И мы транслируем это, кстати, своим детям, близким и кому-то другому. Ну и еще вот такая маленькая ремарка. В советское время не только татары, практически все переходили на свой родной язык, когда нужно было от детей что-то скрыть, секреты. Ну, как бы каждый, наверное, помнит, ну, в семье, что еще это хазер татарша лежат. У меня так муж выучил несколько, когда мы с мамой там переходили на татарский язык, он в какой-то момент, или, может быть, просто когда я стала изучать у Ирмейте Янгар Яуа. И вдруг Максим смотрит и говорит: сильный, что ли? Вот. И это история про то, что когда тебе нужно, в языковой среде, в этом смысле в Казани, мне кажется, интересно, что разные языковые среды. И когда ты слышишь разные, ты по-другому воспринимаешь. И чем больше этого будет, как бы просто такие как следы. Сейчас запускается большое исследование, мы будем изучать, как татарский язык представлен в ландшафте, для того, чтобы было культурное, дальше понятное программирование. Потому что истории про Итуган-Тель, ну, к сожалению, уже никого не собирают. И что делать? А вот, ну, выставка, опять же, повторюсь, которая здесь, публичная программа, которую делает, и Ксения, которая на выставке есть Шежере.
И это важно внести как бы вот в наш языковой нарратив какое-то еще другое слово. Мне кажется, вот за этим будущее. Подписывайтесь на мой канал, приезжайте в Казань. И раз где-то в полгода я ставлю спектакли, которые проходят в разных пространствах в Казани или на улице. Вот, летом это был спектакль в Казанском Кремле, называется «Чудо о спящих Ханбике», а вот только что был про Калюну Насыри. Поэтому буду вас рада видеть в Казани. Спасибо большое.